Тяжелый недуг способен возвести перед человеком множество преград, но при готовности действовать возможности преодоления этих препятствий могут стать безграничными. Жительница Алдана Светлана Бубякина является собой пример стойкости, несгибаемости и силы духа. Маленькой Свете был поставлен диагноз ДЦП. Заключение врачей не стало окончательным приговором. Сегодня Светлана – мама двоих детей, известная спортсменка и активистка. Она безгранично любит жизнь и радуется каждому ее мгновению. Этой искоркой, которая зажигает желание двигаться вперед, Света стремится поделиться с каждым человеком, тяжкими оковами для которого становится его болезнь. Вечер у Светланы занят. Сегодня по расписанию тренировка на корте Алданского лицея. Светлана и ее товарищи по команде собираются в спортзале 2 раза в неделю. Теннисисты поддерживают форму постоянно. Впереди у спортсменки масштабные соревнования в Таттинском районе. И несколько партий лишними точно не станут. Ну, фестиваль у нас будет по инвалидам, по республиканский фестиваль в Татте. И там я буду играть вот под инвалидами, играть будем в теннис. И мы вот тренируемся в теннис. И мне, как волейбол, сказали, как будешь стоять в волейболе не как капитаном. Раньше я капитаном всегда была, а сейчас стоячий классический волейбол только будет, сказали. Сидячего не будет. И сказали, ты будешь как запасной, может быть. И волейбол играть буду. Фестиваль проводится ежегодно, и вы постоянно принимаете в нем участие? Обязательно. Я без них не могу. Я всех своих друзей встречаю, спортсменов. Все мы встречаемся, все мы советуемся. Кто там родил, кто там в свадьбе был. Все приглашают друг друга, и дружная семья мы. В настольном теннисе Светлана достигла значительных высот. Она является постоянной участницей межрайонных и республиканских соревнований. За победу Света борется как в Паралимпийских играх, так и в Олимпиадах среди тех, кто не имеет ограничений по здоровью. Последним испытанием стал межрайонный турнир, прошедший в мае в Нижнем Куранахе. И здоровыми стали играть, и они удивились. Все удивились и сказали, как ты 15 команд ты 9-е место заняла. Вот. И вот 9-е место заняла. И сказали, давай в Нерюнгри поедешь или нет. И я сказала, я не знаю, если деньги будут, поеду. Она выступает и по легкой атлетике выступает. Вот сейчас недавно она была в Якутске на соревнованиях среди инвалидов по теннису настольному, заняла 6-е место. Буквально неделю назад проходили соревнования Кубок Победы по настольному теннису в Нижнем Куранахе. Она выступала, ну, то есть не по инвалидам, а именно уже со здоровыми людьми, и заняла тоже 9-е место. То есть, ну, это большой успех, сама у нее глаза горят. То есть она хочет заниматься. Поэтому это очень здорово. И глядя на нее, ее же, ну, то есть коллеги, ее же, ну, то есть по обществу инвалидов, тоже тянутся таким же людям. И это хорошо. Настольным теннисом Светлана занимается 3 года, а первым ее видом спорта стал классический волейбол. Будучи взрослой, Света увлеклась волейболом сидя. Основной же дисциплиной остается легкая атлетика. Я в спартакиаде, каждой спартакиаде занимаюсь по легкой атлетике, 100-400 бегала. И 2-е, и 1-е, и 2-е, и 3-е место занимала, но по возрасту сейчас 3-е еле-еле занимаю, но стараемся спортом заниматься. Точность и выверенность движений, скорость реакции, ловкость, выносливость и способность к длительной концентрации внимания – эти качества для теннисиста незаменимы. Среди алданских спортсменов Светлана – признанный лидер. Мы с ней познакомились давно уже. Я еще работала в спортивной школе директором. Она занималась легкой атлетикой. То есть она выступала за сборную Алданского района на различных спартакиадах по инвалидам. Да? Вот. И вот она пришла где-то в осенью и спросила, можно ли заниматься теннисом. Я говорю, конечно, можно, приходите. И они начали ходить где-то 2 раза в неделю. Ну, занимались. Вот. И где-то в январе-феврале этого года, ну, то есть общество инвалидов вышло на нас, да, видит, что, ну, мы занимаемся. То есть они привели 5 мужчин, 2 женщин, да,
И мы стали уже заниматься более регулярно, да, вторник, четверг. И вот, в принципе, уже с марта занимаемся, уже по май месяц, но успехи есть. Во-первых, у них глаза горят, да. Они же приходят еще и занимаются со здоровыми, то есть это же общение. Они тянутся к ним. В нашей программе мы вот сейчас думаем, мы хотим и волейбол с ними организовать, да. Ну вот сейчас зал закрывается на ремонт у нас, но я думаю, с сентября начнем, будем привлекать их к волейболу, потому что они, у них тоже, мы же слушаем, что они хотят. И, ну, то есть возможности по их здоровью, то есть, ну, будем привлекать, конечно, заниматься их для занятий. Со спортом неразрывно связана вся жизнь нашей собеседницы. Именно двигательная активность и приверженность здоровому образу жизни дают Свете силу, позволяющую противостоять недугу. А мир физкультуры Свете открыл ее троюродный брат. Игорь Семенович Бубякин, и он в физкультуре, как в школу пошел на работу устраиваться. И он у меня классоводом стал по школе. И он классоводом как начал. И он говорил, что сидеть будешь, давай поиграешь в волейбол, баскетбол. И я начал с ними, своими одноклассниками играть. Светлана родилась в самом отдаленном уголке Алданского района, в селе Кутана, наслега Анамы. Папа всю жизнь отдал сельскому хозяйству, мама работает медсестрой во врачебной амбулатории. За здоровье единственной дочери родители боролись героически, не опуская рук и не отчаиваясь. В детстве я не скажу, что серьезно было или плохо было, но было очень. Потому что я на пятках ходила вообще. Начала ходить 2 лет. Я на пятках ходила и начала криво ходить. И мои родители, вот и Маргарита Дмитриевна и моя мама, любимая, и Дмитрий Иванович, мой отец, вот они вверх подняли и меня по врачам, по Москву, по Сочи, самое в республиканской Якутской оперировали. Аппарат Елизарова поставили, и вот начала ходить, 6 лет. Когда Света была маленькой, ее мама, Маргарита Дмитриевна, решила получить профессию медсестры. Знания женщине были необходимы в первую очередь для того, чтобы помочь дочери. Мама образование получила, когда мне было 4 года. Они договорились с родителями, родственниками, что меня будут отец и родственники помогать Бубякины, что меня поднимут в детском саду, туда-сюда, вот потаскают и на лечение увезут. А мать отправили на учебу в медучилище, сейчас в медколледж, здесь в Алданском. Она училась там 2 года и 6 месяцев или сколько, и начала вот меня как практика или что. Хорошо, что там самолеты летали неделю 2 раза и привозили меня на каникулы или сама приезжала и меня возила в Алдан на лечение. Детство, по словам Светланы, у нее было безмятежным и веселым. Она принимала активное участие во всех забавах и потехах, которые придумывали друзья-мальчишки. А эмоции от исполнившейся детской мечты вызывают восторг и сегодня. Я всегда велосипед хотела кататься. В деревне все катались. А девочки всегда тоже катаются. Каждый вечер после работы отпускали, если что, и катались. И мне тоже хотелось. И вдруг привезли велосипед, и я заплакала матери. Мама, купи мне, пожалуйста, велосипед. Салют или пожалуйста, купи. И что поделать. Купили и сказали, возле дома научить кататься, а потом покатайся. Вот научилась и каталась по велосипедам. И как парнями, как парень, и выросла. Вот пацанка. После школы Светлана отправилась в Якутск. В специализированном профтехучилище девушка освоила профессию изготовителя художественных изделий и стала мастером по созданию панно. Творчество в жизни нашей героини занимало и занимает особое место. В семье Светы немало мастериц и рукодельниц. Навыки и умения передаются из поколения в поколение. Бабушка моя шила всегда
И она показывала, как шить эти торбоза, как шить от белочи шапки шить для детей, игрушки там. И я смотрела и говорила, я хочу научиться. Вот. И она меня учила, я всегда оставалась с бабушкой всегда, когда мама училась, вот, когда в детских садах, если заболею, не уходила. Всегда бабушка учила, показывала, в окошке сидим и учила меня. Сейчас творчеством занимаетесь? Вот панно, там, костюмы. Сейчас я в квартире живу, я боюсь моли, а так всегда езжу, когда вот в деревню свою в Кутану. У меня дочь моя бисером занимается, мать моя костюмы шьет сама для меня, для дочки моей. Вот. Получив диплом, Светлана решила приобрести еще одну профессию. Осваивая мастерство изготовления панно, неожиданно для себя девушка заинтересовалась правоведением. Так выпускница вновь стала студенткой. Она поступила на заочное отделение Якутского сельскохозяйственного техникума. Правовед-юрист, я сперва там в СПТУ, когда училась, русский, математика и историю я готовилась на библиотекаря учиться. В Арктическое университет в Якутске хотела поступить, но не смогла поступить. И в сельскохозяйственном техникуме в Якутске, там тоже были такие экзамены, и я поступила туда. В техникуме русский, и историю, и математику. Экзамены сдала и поступила. Сама не знаю, как поступила. И сказали, на заочно поступишь или очно. И я сказала, на заочно. Потому что тяжело будет. Не в Алдане, а в Кутане жить начала. И в Алдане практиковалась в Алданском районной администрации. Множество нюансов по работе с документами Светлана освоила в Кутане. В период обучения в техникуме она работала в администрации наслега Анамы. Составление отчетов по оленеводческим хозяйствам, меры государственной поддержки фермерам, уплата налогов – в подобных вопросах Света разбиралась хорошо. И заочно, когда училась, я помогала там по общинам, когда вот наводнение было, или по общинам, по домашнему хозяйству отчеты давать. К родным помогала, вот Бубякине Марии Семеновне, потому что я как юрист была и налоговой ходила, там налоги делала, отчеты делала. Когда я дипломное писала, там они удивились, все на компьютере, первые компьютеры были там, и я на машинке. Ну, из деревни приехала, что поделать, говорю, заново и заново, если один букву где-нибудь сделаешь, опять заново надо. Говорила, и смеялись, и рефераты, и все дипломное было у меня на машинке. Вообще интересно было учиться, ездить на сессии? Очень интересно, потому что здоровыми детьми я училась, и интересно было, и этими детьми я знакомлюсь в Усалдане, там я вот ездила по спорту, я их встретила, а я у них и чай попила. Получив диплом юриста-правоведа, Светлана вышла замуж, родила дочь. Девочка заканчивает 11 класс Кутанинской школы, и сейчас у нее главные испытания школьных лет чудесных – выпускные экзамены. С выбором профессии Наташа определилась. Она решила пойти по стопам бабушки. К слову, в медицине в юности видела себя и Света. Ну, я хотела в медицину идти, но здесь у нас когда я поступать начала, там инвалидов не брали никуда. В училище, как медучилище или вообще вот, колледж, в университете не брали сильно инвалидов, потому что нельзя было. А сейчас можно. Сейчас хочу, но у меня сейчас поступает дочь, мою мечту реализует, поступать на медучилище или
университет я не знаю, как ЕГЭ покажет, поступим. Светлана с младшей дочерью проживает в Алдане. Алгыстана окончила 6 класс. Она, как и мама, серьезно занимается спортом. В легкой атлетике девочка уже достигла определенных высот. Правда, будущее именно с этой олимпийской дисциплиной Алгыстана пока не связывает. Она говорит, у меня не получается, мама. Я не знаю, говорит. Ну, если не получается, не получается. Самое главное, у тебя подруги и друзья имеются. Я говорю, не бросай, спорт не бросай. Если бросишь легкую атлетику, можешь какую-нибудь другую спорт. Только не бросай спорт. И вот. Младшая дочка помогает вам по дому? По дому очень помогает, потому что мы вместе стряпаем, вместе гуляем. Еще одно общее увлечение мамы и дочери – кулинария. Света, по свидетельствам близких и друзей, повар знатный. А особенно она любит печь и с удовольствием делится рецептами. Когда я статус в прошлом году вылаживала, когда вылаживала булочки, то все вылаживала, потом резко дочь сказала, не вылаживай статус, пожалуйста, потому что тренер ругается, дрожжевые эти кушаете, из-за этого у вас тяжелое состояние, говорят. И я сказала, ладно, все, не буду, сказала. Здоровье, убеждена Светлана, начинается с движения. Активность способствует профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата и насыщает организм кислородом. Свою работу наша героиня считает прекрасным дополнением к здоровому образу жизни. Света – курьер в многофункциональном центре «Мои документы». Полезно, потому что я шевелюсь, кровообращение идет. Движение это хорошее, но ответственное все равно. Это документы. Мне спрашивали, документами будешь ходить? Я сказала, ну буду ходить. Сегодня нужно доставить документы в 4 организации. Работы сравнительно немного, и за 2 часа Светлана планирует управиться. Часть маршрута она пройдет пешком. В конечный пункт доедет на рейсовом автобусе. До этой бензоколонки остановки «Пятерки А» езжу от 1000 мелочей до сюда езжу, а потом пешком от остановки сюда пешком иду, а потом бегом туда обратно. Иногда не бывает автобуса, иду, и некоторые шофера знают меня уже, останавливаются и везут куда хочу, туда и везут. Ответственная, добросовестная, аккуратная и исполнительная – именно так Светлана зарекомендовала себя на работе. Налажен контакт и с сотрудниками организаций, в которые курьер доставляет корреспонденцию. Светлане по службе приходится сталкиваться с органами власти. Она наладила контакт, взаимодействие, наладила время посещения. Поэтому у нас нет никаких проблем ни с органами власти, ни с нашим курьером Светланой в плане доставки документов и ответов для заявителей. Со Светланой мы познакомились еще, наверное, 5 лет назад. Практически 5 лет назад Светлану нам порекомендовали как трудолюбивого, честного человека для того, чтобы она нам помогала исполнять функции курьера. И вот практически на протяжении 5 лет Света трудится, помогает нам во благо населения Алданского района в предоставлении государственных и муниципальных услуг, работая у нас курьером. Несмотря на то, что практически многие услуги переведены в электронный вид, работа Светы для вас, для нас и для населения Алданского района очень нужна и важна. Поэтому мы ценим ее труд, мы ценим ее трудолюбие, ее вовлеченность, ее эмоциональность, ее спортивный энтузиазм. Мы ее очень любим, бережем. Завершив работу, Светлана зашла в районное общество инвалидов, в котором состоит с рождения. По словам Светы, коллектив общества как семья, сплоченная и дружная, в которой каждый человек становится сильнее. Первое слово это у меня общение, потому что я слабая была вообще. Я закрытая была.
Я как начала общаться, как своя семья. И мы там все по WhatsApp пишем, записаться надо такой врачу, запишите кого-то там. Меня вдруг запишут там, скажут, я в поликлинике могу я записать тебя. Ну, скажу, запишите этому врачу. Вот и мы всегда друг другу помогаем. Светлана является активной участницей всех мероприятий и акций, которые проводятся в обществе инвалидов. Кроме того, она стремится протянуть руку каждому человеку, имеющему ограничения по здоровью, поскольку не понаслышке знает обо всех сложностях и проблемах, с которыми ему приходится сталкиваться. Это, конечно, вот у нее есть. Она вот даже может на улице встретить. Там видит, что идет, хромает человек. Она может подойти к нему, поговорить с ним, там, пригласить в общество наше. Это такое у нее есть, да. Добрый человек, на просьбу откликается с удовольствием, ни в чем не отказывает нам. Куда приглашаем, всегда приходит, принимает участие в мероприятиях. Люди с ограниченными возможностями здоровья могут рассчитывать на государственную поддержку, но не менее чем финансовая и материальная помощь важна забота человеческая, внимательное, доброе и деликатное отношение. Мы мероприятия проводим каждому празднику, собираемся здесь, и приходим мы просто и на собрания собираемся, и так на какие-то тренинги у нас проводят психологи, мастер-классы проводят. Вот недавно мы провели очень хорошее мероприятие к году семьи. Это «Счастливы вместе». У нас приняли участие 5 семей. В декаду инвалидов мы собираемся всегда. У нас большая программа в декаду инвалидов. У нас и есть в аптеке мы каждый год на 1000 рублей нашим членам общества отпускают у нас лекарства. В течение года мы принимаем мероприятия не только здесь. Мы выезжаем в Якутск на республиканские, и детей возим туда, и взрослых возим. В настоящее время в обществе инвалидов Алданского района состоят порядка 600 человек. Это как взрослые, так и дети. Подавляющее большинство членов организации – люди зрелого возраста. Молодежь вступает в коллектив неохотно. По мнению руководителей, одной из предпосылок такой ситуации становится отношение близких человека с ограниченными возможностями здоровья к его недугу. Зависит много от них. Надо все равно ребенку как-то все равно показать, что это надо, это все равно выявится. А они вот как отвечают, не хочет ребенок, чтобы знали, что у него инвалидность. И молодежь стесняются. Вечера, когда нет тренировок на корте, Светлана проводит в мастерской районного общества глухих и слабослышащих. Здесь работа есть всегда. Вместе с членами общества неравнодушные добровольцы изготавливают маскировочные сети для российских военнослужащих. Технику плетения Света освоила быстро. Давно отточила и сноровку. Процесс идет ловко и споро. И она очень человек отзывчивый, она занимается спортом, часто ездит на соревнования. Она по адаптивным видам спорта, она прямо лидер у нас. И с собой берет моих слепых, моих глухих, и ходит на теннисный корт микрорайона Дражный. Там, значит, нам выделили тренера, очень внимательный. Я таких людей очень ценю. Очень внимательный, очень такой заботливый человек, который желает, чтобы наши инвалиды занимались спортом. В напряженном ритме полноценный отдых чрезвычайно важен. На наступившее лето у Светланы планов громадье. И, как всегда, ближайшие недели и месяцы обещают стать яркими и незабываемыми. Планов у меня много, потому что сперва у меня спорт. Мы 26 июня до 29 или до 30 июня в Татту. Мы список делаем сейчас по спорту, кто едет, кто не едет, и созваниваемся. А потом ребенку, дочу надо на учебу поступать. С огромным нетерпением Светлана ожидает встречи с близкими. От Алдана до Кутаны 6 сотен километров.
Летом в село Наслега-Анамы можно добраться водным транспортом. В холодное время года по зимнику. Дотационный самолет летает только дважды в год – в ноябре и в марте. И часто бывать дома у Светы не получается. Если бы как Катастыр было бы, я каждый день бы ездила бы туда, каждые выходные. Но если вот на Новый год или на лето, на сенокос езжу, я вот как вот поступить закончим, думаю, я вот на сенокос поехать вот к родителям, ягоды собирать и купаться, отдыхать. К любому делу, будь то работа или отдых, Светлана приступает с удовольствием. Она неутомимо совершенствуется в увлечениях и с энтузиазмом пробует силы в новых направлениях. Ведь жизнь – это бесценный дар, и каждое ее мгновение прекрасно в своей неповторимости. Дорогие мои, не смотрите на себя как больные. Мы все нормальные люди, должны спортом заниматься, работать и жить. Даже замуж выходить, даже жить и путешествовать. Я так живу, и у меня стремление здоровый образ жизни.